Обсудить ряд важных вопросов сотрудничества в области здравоохранения, встретиться с коллегами, обменяться опытом и принять участие в международной конференции. Главные цели рабочей поездки делегации Минздрава Абхазии в братские республики. В Цхинвал делегация из Абхазии прибыла по приглашению министра здравоохранения Южной Осетии Сослана Ананиева. Нас шикарно встретил наш братский южно-осетинский народ. Меня пригласили в качестве почетного гостя от Республики Абхазия с такой миссией открыть международную конференцию по хирургии кисти, которая проходила в Республике Южная Осетия в городе Цхинвал. Коллеги из Абхазии и Южной Осетии обсудили вопросы здравоохранения, в том числе реабилитации и курортно-санаторного лечения. Малоинвазивные операции по хирургии кисти и так далее, вплоть до того, что прооперировали 8-месячного ребенка, который требовалось оперативное вмешательство, это оперативное вмешательство было выполнено. Вот такие хорошие, добрые начала принесла и международная конференция тоже. В международной конференции по хирургии кисти принимали участие ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России. С ними абхазские коллеги обменялись контактами, а также пригласили в Абхазию. Эдуард Будба отметил, что вопросы, касающиеся хирургии кисти, в нашей стране возникают часто. Наберем определенное количество пациентов, потом приглашу я этих специалистов, которые приедут и будут оперировать здесь. Постараемся соперировать наших и детей, и взрослых, которым требуется такого рода оперативное вмешательство. Это очень серьезные специалисты достойного высокого уровня. Они не просто по хирургии кисти. На конференции были специалисты, которые занимаются и пересадкой кожи, и пересадкой кожных лоскутов, и занимаются синтокилией, и разными хирургическими патологиями, вплоть до ожогов и так далее. У нас есть в республике пациенты. Если мы можем, не выезжая за пределы Республики Абхазия, здесь на месте прооперировать этих пациентов, которые нуждаются в этой непосредственной помощи, это будет, я думаю, очень хорошо для наших граждан. Эдуард Будба также встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались вопросы сотрудничества в области медицины. В завершении встречи Анатолий Бибилов наградил Эдуарда Будба орденом дружбы. В рамках поездки Эдуард Будба посетил медицинский центр города Цхинвал. Глава Минздрава Абхазии отметил, что центр оснащен современным оборудованием и в медучреждении работает квалифицированный персонал. Будба подчеркнул, что в инфекционном блоке всего 2 ковидных пациента и добавил, что все ограничения по ковиду в Южной Осетии сняты. Затем по приглашению вице-премьера Чечни Ильхана Сулейманова абхазская делегация посетила Чеченскую республику. Эдуард Будба встретился с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым и главой Минздрава Чеченской республики Идрисом Байсултановым. Коллеги говорили о сотрудничестве. Идрис Байсултанов отметил, что окажет поддержку для поступления абхазских абитуриентов в Чеченский государственный университет имени Кадырова по направлению медицина. Данный вопрос сейчас активно обсуждается. Эдуард Будба посетил и республиканскую клиническую больницу Грозного, а также сосудистый центр. У них есть единый пул, куда могут сбрасываться, допустим, исследования, и через 10 минут уже расшифровка КТ, МРТ и так далее в круглосуточном режиме. То тоже хорошее это направление, развивать его надо. Мы сейчас будем проговаривать, как мы можем туда поучаствовать, потому что когда мы проговорили вопросы и о консилиуме, о телемедицине, все это у них присутствует. Если какие-то есть сложные случаи, допустим, в Республике Абхазия, мы можем, обратиться к коллегам из Чеченской Республики, может, к консилиуму, может, к телеконференции, или выйти туда, если нам дадут доступ в пул, чтобы мы могли сбросить, допустим, те или иные исследования туда и уже совместно определить тактику. Это же хорошо, всегда сложные случаи во врачебном сообществе принимались решением консилиума. Министр здравоохранения также посетил кислородную станцию в чеченской больнице. В одной станции 2 стоит аппарата, 2000-ника. Каждый выдает по 2000 литров кислорода в минуту. Они могут использовать его на максимум, могут регулировать уровень подачи в зависимости от того объема, который необходим пациентам. Дополнительно у них стоит резерв жидкого кислорода, 25 тонн бочка, одна и вторая 8 тонн. Такие у них есть возможности. Нам, конечно, надо к этому стремиться, но, может, не в таких объемах, но
иметь собственную станцию тоже было, я думаю, хорошо. Эдуард Будба поблагодарил представителей Юго-Осетинской и Чеченской республик за приглашение и теплый прием и пригласил их в Абхазию. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.